Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто много и часто думает о вас? Кто этот человек и о чем он либо она думает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, как интересно, про вас показали. Смотрите, показывают, что вы очень сильно поменялись за последнее время. Показывают, что вы с себя сбросили вот целый вот как мешок, я не знаю, ворох чего-то ненужного. Какие-то ненужные страхи, переживания, вот чувство, что я должна, обязана, да, что вы кому-то обязаны. Комплексы какие-то сбросили. Кто-то, кстати, лишний вес еще мог сбросить, дополнительно ко всему прочему. Кто-то мог даже какую-то болячку победить, да, какую-то болезнь победить, вылечиться. Вот как освободилась, да, освободилась. Вы сейчас совершенно по-другому выглядите. Вы буквально превратились в шикарную женщину, в шикарную девушку, уверенную в себе, с таким вот ярким взглядом. И у вас еще какая-то вот улыбка на лице играет. Улыбка, которая мужчину буквально сводит с ума. А женщина, она тоже сводит с ума. Но женщины, знаете, немножко по-другому. Мужчины очарованы от вас, а женщины, они такие... она какая-то хитрая, она что-то задумала, типа она крутая, знаете, вот как зависть начинается, да? Ну, потому что видят, что вы уверены в себе, что глаза горят, что у вас там цвет лица поменялся, что у вас плечи расправились, да? Вы уже не такая, как были вчера, и вот эта ваша загадочная улыбка, словно бы, знаете, вот мне ассоциация пришла, вот образ прям пришел, это Мона Лиза, да? Мона Лиза, у нее вот эта загадочная улыбка, и у вас такая улыбка. Мужчина, она сводит с ума, а женщина начинает завидовать и думать: господи, да что такое, что она там из себя строит. Хотя, с другой стороны, они ведь видят, какая вы уверенная в себе. А зависть идет потому, что они такими, как вы, быть не могут. Да? Они все какие-то затурканные, замученные. Кто-то там тонну косметики на лицо накладывает, но все равно уверенности в себе нет. А вы вся такая свежая, натуральная. Еще идет это выражение, знаете, вот хозяйка жизни. Скорее всего, кто-то про вас это говорил. Не знаю, в каком тоне, в положительном, отрицательном, это не важно. Само по себе это выражение, оно вполне себе очень неплохое. Вот. Женщины, значит, завидуют, а мужчины там в восторгах, охают, ахают, да, прям вами любуются. Очень вы поменялись. Что вы делали? Девочки, вот такой вопрос. Что вы делали? Если есть время, если есть желание, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Возможно, ваши советы, ваши рекомендации кому-то действительно помогут. Кто сейчас в трудной жизненной ситуации, кто не уверен в себе, кто, например, там, страдает от каких-то заболеваний, кто не верит в будущее, у кого драма в личной жизни. Да, возможно, это поможет. Но, опять же, это все опционально по желанию. Если у вас есть такое желание, если время вам позволяет, и вы действительно хотите своей методикой, своим подходом поделиться, пожалуйста, напишите. Потому что передо мной действительно, вот даже из потока мне говорят, хозяйка жизни. Женщина на миллион, понимаете, императрица вот такая прекрасная, которая сама себя от этого вот прям целого мешка, вороха, бед, неприятностей избавила. Умничка, молодец, хочется прям аплодировать вам стоя. Так, кто же думает о вас? А вот тут я задам вам тоже вопрос. Кто вам нравится? Скажите мне, кто вам нравится? Какой-то мужчина вам нравится? Возможно, вы влюблены, может быть, просто симпатию испытываете, да, просто считаете, симпатичный мужчина. Вот иногда там где-то с ним пересекаетесь и такая думаете: о, симпатичный, либо о, неплохой, да. У кого-то отыграется, что он у вас уже там в разряде любимок находится. Вы такая: ой, он мой любимка. Вот. То есть нравится, очень нравится. Вот мне идет, что это именно он. Он думает о вас, он давно за вами наблюдает,
Понятно, что разные люди, разные судьбы, ситуации разные, да, возможно, вы не свободны, возможно, мужчина не свободен, возможно, вы еще там близко не познакомились, возможно, у вас все впереди, и вы только начинаете ваше общее, да, это знакомство с продолжением. Но этот мужчина давно за вами присматривался, задолго до того, как вы на него обратили внимание. И вы скажете, быть этого не может, а я скажу, может. Он вас видел задолго до того, как вы его увидели. То есть, возможно, он там где-то был случайно, да, вот прям увидел вас, влюбился. Возможно, в интернете вас когда-то там нашел, либо у каких-то общих знакомых на фотографиях видел. Понимаете, что угодно может проиграться, и вариантов 1000. Но вот мне идет, что задолго до того, как вы его увидели, он уже вами начал интересоваться. Может быть, он не свободен. Он такой, ну вот что я приду, что я ей предложу? Быть любовницей? Ну, она не согласится, скорее всего, да. Может быть, там разница у вас какая-то, возрастная, например, социальная. Ну, все бывает. Мне идет, что он давно наблюдал, давно интересовался. И он вас знает, прям изучил. Ну, не могу сказать, что досконально. Но вот мне идет, что он хорошо вас знает и помнит, какой вы были. И он тоже в шоке от того, какой вы стали. Но в шоке в положительном. С одной стороны, это его восхищает. Это прям, ну, радость за вас, да, что вы такая вот прям шикарная. А с другой стороны, это его немножко пугает. Потому что он такой, ну, блин, она теперь меня не выберет, да. Зачем я ей такой нужен, да? Зачем ей такой прекрасной императрице нужен такой заурядный там пажик, как я? То есть мужчина, ну, вполне себе честно, да, смотрит на себя в зеркало, он понимает, что я как бы ее не совсем достоин. То есть и в плюсе, и в минусе мужчина. О чем он думает? Он думает о том, что вы заслуживаете всего лучшего. И если бы у него была такая возможность, либо вы бы ему разрешили, он бы все сделал для того, чтобы вы никогда его там не стеснялись и никогда его не упрекнули, что он там что-то не сделал. То есть ради вас он готов на все. Вот там в космос полететь за звездочкой, не знаю, там, опуститься на дно мирового океана за каким-нибудь там уникальным кораллом, либо там жемчужиной там редкой красоты. Ради вас он готов на все. Но с другой стороны, есть какие-то моменты, которые вот пока не поддаются, да. Вот мне идет, что вы пока не вместе, либо у вас только лишь все начинается. И у него нет никакой уверенности, что вы его выберете. Может быть, вы не просто переглядываетесь, может быть, вы уже общаетесь и встречаетесь, и он каждый раз очень сильно нервничает, потому что он себя не считает красавцем, не считает себя достойным, не считает, что он там смазливый, да, он не считает так. Он, наоборот, видит себя каким-то там неуклюжим, немножко там лопоухим, там, не знаю, растрепанным, может, у него там волосиков мало, да, какое-нибудь озеро на голове есть, либо к этому все идет. Он как бы сам себя стесняется. И если у вас, вот, например, симпатия с этим мужчиной, вы там в гляделки с ним играете, но он к вам не подходит, и вы думаете, блин, какой он противный, почему не подходит? Ответ очень простой. Мужчина не уверен в себе. Мужчина вас видит богиней, а себя он видит, каким-то, не знаю, там, червячком, да? Причем земляным червячком. И он такой, вот как я к ней подойду, что я ей скажу? Она там посмеется надо мной, да, она мне скажет нет и будет права, потому что она красавица, а я, чудовище, понимаете, вот немножко не уверен в себе. Мужчине, конечно, нужно работать над собой, либо вам нужно работать над этим мужчиной, если вы уже вместе. То есть дать ему понять, что вы его выбираете не по внешним признакам, не по рейтингу успешности, а потому что он человек хороший, потому что вам с ним комфортно, сердце у него добрая душа, что вы в него верите, что он все может изменить, что он всего добьется, да. Опять же, у кого-то мужчина комплексует от того, что у него там денег мало, да, у кого-то что он не красавец, да, комплексует. Но ничего, это со временем все решается. Главное, что он о вас думает, главное, что он думает очень тепло, с любовью. И вот мне еще идет, что этот мужчина, то ли он как-то молится за вас,
буквально, да, мужчина может ходить там в храм и ставить свечи. Ну, если он там христианин, допустим. Если там другая религия, то он может ходить там, может молитвы читать. У кого-то отыграется, что он, ну, там смотрит ваши фотографии и какие-то мантры читает, да, чтобы вы там прям были здоровой, счастливой, чтобы там плохие люди к вам не подходили, да, там, чтобы никто вас не обидел. Ну, буквально, да, желают вам всего самого наилучшего. Очень-очень это мило, и это об очень многом говорит. То, что человек очень хороший, он не стремится там, да, вот, реализоваться в этих отношениях, он стремится к тому, чтобы у вас все было хорошо. Для него это как бы самый главный показатель. Но опять же, если мужчина не свободен, ну, я не исключаю этого момента, может быть, он не свободен, то он очень сильно боится, что вы не дождетесь, пока он, например, там, оформит документы на развод, пока он решит эту свою вот проблему. Он очень переживает, что вы его вот не дождетесь, либо скажете, что я не хочу, да, я не хочу тебя ждать, я там не верю в это все, ну, типа мне это не интересно. Вот, боится, переживает, и он как бы готов делать шаги, но от вас нет достаточного количества там зеленого света, там маячков нету, сигналы вы ему не подаете, поэтому он как бы держится немножко как в стороне и в тени. Вот. Так что, девочки, все в ваших руках, вы все можете изменить. Смотрите, как удачно. Вы нравитесь ему, он нравится вам. Вернее, он в вас влюблен, а вы его тоже с симпатией воспринимаете. Да? Все уже очень удачно складывается. Человек он неплохой, только нужно избавить его от его комплексов. И еще о вас сегодня и думал, и говорил именно о вас, о вашей персоне человек, который вами очень сильно гордится. Возможно, это ваш ребенок, возможно, это ваш родственник, там, родители, братья, сестры. Кто-то, кто действительно и любит, и гордится. Но тут любовь, она больше как платоническая идет. Кстати, если вы замужем, то, скорее всего, это ваш муж был. Гордится. Он вами гордится. И кому-то рассказывал, либо рассказывала о том, как вы гениально там устроили жизнь, как вы успешны, как вы там чего-то добились, как вы строите планы, как вы сами себя, ну, буквально вот, да, продвигаете по жизни. То есть подчеркивал всю вашу уникальность, все ваши сильные качества. И человеку было важно показать, что он как бы причастен к вам, к вашей жизни. Что типа это моя дочь, да, это моя жена, это моя мама, да, у кого-то и так это играется, у кого-то моя сестра. Гордость просто вот вселенских размеров у этого человека, потому что имеет отношение к вам. Человек прям очень хвастливо о вас рассказывал, это доставляло ему либо ей удовольствие, возможно, вам икалось, возможно, да, а возможно и нет. Мне идет, что это буквально вот недавно закончилось, да, вот обсуждение вас, там всяких интересных легенд про вас, пересказ. И человек очень-очень гордится, что вы есть в его жизни, а он есть, получается, в вашей, либо она есть в вашей жизни. Так, еще о вас сегодня думала женщина. Женщина, которая, ну вот, знаете, носит какую-то игрушечную корону. Игрушечная, да, она не настоящая, это не корона, это просто, ну, какая-то подделка, не знаю, там детская корона, да, из этого игрушечного магазина. Эта женщина, она из-за вас очень сильно нервничает, напрягается и нервничает. Вы составляете конкуренцию, и вы ее затеняете, да, вот она такая, блин, что мне делать, я же тут первая красавица, либо я тут первая умница, и тут она появилась, и надо как-то мне реагировать, а что я могу, да, ну не драться же мне идти, ну какие-то такие мысли, знаете, ну глупые и детские. То есть, судя по всему, она сама себя этой королевой провозгласила, да, хотя королевой на самом деле не является, либо является только лишь сама для себя. Ну тут явно она себя слишком переоценила. И страхи ее на самом деле, они очень сильно как
реалистичное, да, потому что, ну, на самом деле королева это вы не носите корону, но королевой вы являетесь, да, вы императрицей являетесь. А она так, знаете, блеклая подделка, да, под королеву. Тем более корона у нее игрушечная. И очень страшно ей, что вы эту игрушечную корону у нее с головы снимете. Что вот люди поймут, кто настоящий, а кто нет. И еще, мои хорошие, если у вас, ну, действительно там отношения в треугольнике, то женщина уже прям, знаете, пятой точкой чувствует, что ей недолго осталось, что, ну, нет у нее никакой возможности с вами там бороться, либо вам противостоять, что вы априори в 100 раз, 1000, в миллион раз лучше, чем она. То есть она вам уже заочно проиграла. И она это прекрасно понимает. И, конечно, у нее из-за этого паника, у нее, ну, руки опускаются. Сама себе говорит, что вот я ничего не могу сделать, да, я не могу бороться, я не могу противостоять. Ну, как бы, понимаешь, молодец, да, корону снимай и приведи себя в порядок, так хочется сказать. Может, на работе у вас такая ситуация, не обязательно там любовный треугольник, да, на работе может быть у вас такая дамочка, звезда предприятия, самопровозглашенная, может быть, там в компании, где вы вместе все находитесь, там с друзьями, с приятелями. Ну, что есть, то я вам и сказала. Мысли у нее с каждым днем как будто бы все мрачнее и мрачнее, как будто бы она угасает, да? Ну вот понимает, что ничего противопоставить она не может, потому что действительно объективно вы гораздо лучше, чем она. И вот скоро это уже все поймут, и уже скоро вот не останется у нее ничего. Ну, то есть пустая, разбитая жизнь. И также, мои хорошие, у кого-то, не у всех, у кого-то вот идет женщина-враг. Женщина-враг, которая очень много вложилась в то, чтобы вас победить, но в дурочках осталась. Сейчас объясню почему. Мне вот идет, что она какие-то деньги отдавала, платила какие-то деньги, как будто бы во что-то вкладывалась. Ну, допустим, она могла ходить к мастеру, носить большие суммы денег, а мастер там типа обещал ей, что на вас порчу наведут, да? Мастер просто брал деньги, может, даже не настоящий мастер. Вот, она вкладывалась, она думала, вот, я там сейчас, да, порча, ее уберу со своего пути, вот, всем покажу, кто я такая. Либо она могла, например, кому-то деньги давать, чтобы вас там, например, кошмарили, да, либо чтобы у вас какие-то были проблемы. Но человек брал деньги и там крутил у виска и говорил, ну, если ты дура, да, ты плати. А я типа буду тебе обещать, а ты верь. Надейся и жди, как там, вся жизнь впереди. В какой-то старой песне пелось. Ну, потратила она очень много. У кого-то еще отыграется, что женщина-враг залезла даже в какие-то долги, кредиты. И теперь как бы сидит у разбитого корыта, пышет вот этой ненавистью. Ненависть ее просто выжигает изнутри. Кстати, такими знаками еще очень часто могут показывать заболевания. Заболевания очень такие трагичные, знаете, вот, которые слабо поддаются лечению, которые вот метастазы дают. Не хочу об этом говорить, потому что YouTube, опять же, не блокировал. Явно у нее что-то уже есть. То есть она хотела вас погубить, а теперь получается сама, да, как обречена. Ну, я могу вас лишь только поздравить. Вы умничка, вы прошли все свои испытания, вы поменяли свою жизнь. Сейчас вы как будто бы на порог новой жизни ступаете. А ваши враги, либо ваши там конкурентки, соперницы, там лже-королевы сидят и сопли на рукава наматывают. Ну, потому что вы лучшая. Вы лучшая, вы это показали, вы это проявили, вы это доказали. Вот. А им вот плакать, да, оплакивать свои неудачи и просто смиренно принимать то, что произошло. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.